Вы смотрите новости в прямом эфире. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главных темах выпуска. В Роспотребнадзоре фиксируют снижение числа заражений COVID-19, когда Россия достигнет прошлогоднего минимума. Начался ремонт взлетно-посадочной полосы аэропорта Нюрба, когда сдадут объект и как это повлияет на перелеты. Готов к труду и обороне. В Алекпинском районе госслужащие сдают нормы ГТО, кому покорились нормативы. В Роспотребнадзоре отмечают серьезное снижение числа новых заражений COVID-19 в стране. Суточные колебания заболеваемости еще возможно, однако таких цифр, как осенью прошлого года, не будет. Незначительные подъемы весной характерны для сезонных инфекций, которые становятся и коронавирус, отмечают в ведомстве. Также наметился четкий тренд к снижению количества заражений. Благодаря вакцинации иммунная прослойка населения постепенно увеличивается. Таким образом, ближе к лету есть возможность достичь прошлогоднего минимума по заболеваемости. Между тем, 25 новых случаев COVID-19 выявили за сутки. По информации оперштаба региона, в Якутске заболели 17 человек. По 2 заражения обнаружили в Алданском и Нюрбинском районах. Также по одному случаю инфицирования зарегистрировали в Алаиховском, Мирнинском, Усть-Алданском и Усть-Майском районах. За сутки лаборатории республики провели 333 исследования на коронавирус. В регионе продолжается вакцинация. В 44 медицинских организациях развернуто 156 пунктов. Созданы 110 мобильных бригад. По состоянию на сегодня в республику поступило более 67 тысяч доз вакцин. Прививки в приоритетном порядке получают лица старше 60 лет. Использовано 84,7% от поступившей в республику вакцины. Более 100 детей получили лазерное лечение гемангиомы в Якутске. В Виктории Клиник работает детский хирург, руководитель Московского центра сосудистой хирургии Дмитрий Романов. Его приезд стал возможным благодаря инициативе родителей. Гемангиома – это сосудистое доброкачественное образование, которое появляется у детей в период младенчества. Данную патологию находят у каждого 100-го младенца. В Якутии гемангиому лечат медикаментами, потому как оборудование для лазерных операций отсутствует. От патологии можно избавиться за 5 сеансов, а сама процедура занимает 5 минут. Инициативная группа родителей, которые объединились через социальные сети и сформировали определенную группу. Мы отобрали пациентов, будучи еще в Москве, то есть тем пациентам, которым нужна конкретно наша помощь. Этих пациентов пригласили на прием. Он столкнулся с тем, что многие пациенты для назначения медикаментозной терапии ездили в Москву. Я считаю, что это нецелесообразно, пациенты должны лечиться здесь и никуда не ездить. Мало того, соответственно, мы с нештатным хирургом из Якутска сейчас обсуждали по поводу покупки оборудования, то есть у вас. То есть многие вещи должны делаться здесь и никуда не должны ездить. В этом году начался ремонт взлетно-посадочной полосы аэропорта Нюрба. Продолжительное время население района испытывало трудности с перелетами, особенно весной, летом и осенью. Роман Савинов выяснил, какой будет новая полоса для приема самолетов. Реконструкция аэропорта должна была начаться в 2016 году. Проект реконструкции взлетно-посадочной полосы был утвержден тогда же, в 2016. Однако в связи с экономической ситуацией реконструкция аэропорта была отложена. Спустя 6 лет началась долгожданная реконструкция взлетно-посадочной полосы. Отметим, что аэропорт Нюрба – один из региональных аэропортов в Якутии, реконструкция которых вошла в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Так что у нас будет, скажем так, всепогодный аэропорт, и не будет этих закрытий в период распутицы. У нас будет транспортное сообщение круглогодичным. Работы ведутся ООО «Подрядчик», и также по нашей просьбе, по просьбе главы района, задействованы местные кадры, они являются субподрядчиками. Первым шагом по реконструкции полосы является его отсыпка. Для того, чтобы продолжать функционирование аэропорта и возможность обслуживания воздушных судов, было произведено укорочение полосы на 550 метров и перенос светосигнальных огней и дневной маркировки аэродрома на оставшиеся 1300 метров. Таким образом, перебоев в воздушном сообщении со столицей региона не будет. Без прекращения полетов хотим
завершить реконструкцию ИВПП. Но это решение принято ФКП аэропортами Севера, и в летнее время мы должны подготовить эту полосу, протестировать ее, сделать в систему посадку, маленько переместить, сделать облет и принимать на него воздушные суда. Сегодня работы идут полным ходом. Все необходимые материалы уже завезены. В настоящий момент ведется отсыпка перрона песчано-гравийной смесью. Также укладка теплоизоляционным материалом. Затем снова ПГС, и только после такого торта будут монтироваться бетонные плиты. Ну, сейчас вот на данный момент мы должны здесь отсыпать 60 тысяч кубов, которые мы уже выполнили. То есть на данный момент у нас почти все готово. То есть мы сейчас делаем такую работу, что доводим все до отметок, потом все это дело накрываем пеноплексом, соответственно, потом закрываем и пеноплекс тоже. На сегодняшний день мы план максимум уже, можно сказать, выполнили. Строительство объекта финансируется по федеральной целевой программе, должно завершиться в 2023 году. Строители к этому сроку во что бы то ни стало намерены сдать объект в эксплуатацию. Роман Савинов, Нюрбинский район. Зерновые хозяйства республики готовятся к весеннему посеву. Всего планируют засеять 48,5 тысяч гектаров. Из них на зерновые культуры отведено порядка 10 тысяч, на кормовые около 30 тысяч, а на картофель 6,5 тысяч гектаров земли. Большинство хозяйств заключили договоры на поставки семенных материалов и минеральных удобрений из других регионов. Но, как отмечают специалисты Минсельхоза, по вине поставщиков в Якутию поступило лишь 3% семян зерновых, а картофеля завезено всего 30%. Отмечу, что на весенние полевые работы в этом году из регионального бюджета выделено 197 миллионов рублей. Из них в улусы направлено 99 миллионов. Семенной материал мы планируем на зерновые культуры перевести 1200 тонн, кормовые культуры семенной материал 2000 тонн, картофель как никогда много. В прошлом году мы 500 тонн привозили в республику, на территорию Республики Саха-Якутия. В этом году 1000 тонн будет. И планируем еще с хозяйствами привезти на территорию Республики Саха-Якутия 745 тонн минеральных удобрений. Договорная кампания сейчас завершается, практически 100% договора заключены. В Амге по инициативе инспекции экологии провели подкормку косуль. Акция проводится несколько раз в год. Цель весенней подкормки – сохранение и увеличение популяции диких копытных животных на территории охотугодий района в связи с аномально высоким снежным покровом. В прошлом году сотрудники предприятия Амгинского наслега, а также воспитанники станции юных туристов изготовили и установили более 20 кормушек. Инспекторы Амгинского экологического надзора призывают утвердить ежегодную акцию Республиканского дня подкормки сибирской косули с установленной датой 3 суббота февраля месяца. К этому процессу активно привлекаются охотники. Развозим сено, соль, веники. В определенных местах ставим кормушки, либо ремонтируем старые кормушки. Также нами осуществляется прием заявлений на воспроизводственные мероприятия. При рассмотрении заявления с охотниками заключаются договора, что в дальнейшем они претендуют возможность получения лицензии на копытных животных. Центр дополнительного образования для детей откроют в Мирном в следующем году. Дворец детства появится в 10-м квартале города на базе недостроенного корпуса Политехнического института СВФУ. Объект реализует компания «Алроса». Учреждения смогут одновременно посещать более 200 детей. Сообщается, что 4-этажное здание позволит вместить не менее 40 различных кружков и секций для детей и подростков, включая музыкальные, танцевальные студии, обучение различным ремеслам и художественные мастерские. «Алроса» направила на его строительство 230 миллионов рублей.
Якутский фильм ужасов «Ичи» выйдет в широкий российский прокат с 27 мая. Об этом сообщает кинокомпания «Арт Дайду» на своей официальной странице в Инстаграм. «Ичи» является одной из самых ожидаемых премьер этого года. Картина является участником многих престижных международных кинофестивалей. Кроме того, это первый фильм якутского производства в пакете кинопрокатной компании «Капелла Фильм». Она входит в топ-10 лидеров кинопроката в России и СНГ. В Алекминске нормы ГТО начали сдавать в феврале, а накануне муниципальные служащие решили проверить свою готовность. Насколько госслужащие справились со сдачей нормативов, расскажет Елена Фаст. С февраля этого года в Алекминске начали принимать нормативы ГТО. Первыми сдавали школьники. С февраля месяц принимаем школьников, но задача стоит принять желающих. Это же дело добровольное. Принимаем нормативы выпускников. Это 11 класс и 9 класс желающие, кто хочет поступать и так далее. Ну и обязательно принимаем у будущих участников игр «Манчары» в этом году в горном районе, потому что согласно положению каждый участник обязательно должен иметь значок ГТО. На базе спортивного комплекса «Чароид» создан центр, где установлена база, которую пополняют по мере поступления данных желающих. Сдача нормативов – дело добровольное. В этот раз в спортивном зале муниципальные служащие. Кто-то уже пробовал свои силы. Принимала участие в 2019 году в городе Якутске. Во время съезда глав муниципальных образований тоже проводили данное мероприятие при сдаче ГТО. И в составе команды Алекминского района я принимала участие. Насколько это интересно и вот насколько это, как вы считаете? Ну, очень интересно, потому что тут по возрастным категориям оно делится, и можно узнать, какую ступень вы занимаете. Большинство будет сдавать впервые. Возможно, небольшие сложности сдачи с первого раза у кого-то и возникнут. Тем не менее, не это ли вызов, особенно молодежи, уделить время своей спортивной форме и здоровью? ГТО, это, я думаю, именно муниципально служащим. Этот, как говорится, поднимет их со стульев и с кресел, да, и они будут ходить в спортзал. Вот, нормативы, такие нормативы необходимы, наверное, служащим, именно работникам в возрасте, тем более как раз и женщинам. Пока же опытный тренер отметил, что по предварительным итогам видно снижение результатов по лыжам. Где-то 60% школьников сдают, кроме одного вида спорта. Вот у нас, оказывается, совсем мы ушли вниз по лыжной подготовке, потому что лыжи сейчас ни в одной школе не проводят. Возможно, именно эти нормативы помогут точнее определить, на каком уровне сегодня физическая подготовка. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. К этой минуте у меня все. Помните о безопасности, носите маски, соблюдайте безопасную дистанцию. Увидимся чуть позже.